Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кому вы не даете покоя? Кто постоянно о вас думает? Кто о вас говорит? Кто за вами следит и наблюдает? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. Я же попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Падшие люди. Слышите, ну как мудро, падшие люди, вы им не даете покоя. Здесь какие-то вороны, жабы. Не совсем понятно, что это такое, но падшие люди, вверх ногами, падшие. Люди, которые завидуют, люди, которые ничего в жизни не сделали, ничего не добились, им бы лишь бы других, обсирать. У вас таких людей прям целый табун, такое небольшое стадо вокруг вас пасется. Не дает им покоя ваша жизнь, не дает им покоя ваша личность. Вы от этих людей очень сильно отличаетесь, вообще от всех отличаетесь, вы уникальны. Вы вот яркий персонаж, человек, который сам себя сделал. То есть вы ни от кого ничего не ждете и не просите, вы от жизни берете свое. Причем берете самостоятельно. А этим падшим людям им невдомек. Как это так? Как это она, женщина, всего добилась, карьеру сделала, дом купила, либо квартиру купила. У нее машина есть, у нее работа хорошая, она ухоженная, она наглаженная, от нее приятно пахнет, у нее морщинок нет. Не может быть, да нет, там точно есть какой-то секрет, точно какая-то магия, либо у нее там любовник богатый, либо еще что-то там наворовала, да. Вот постоянное вот это вот бурление идет у них в головах. По-другому я сказать не могу. Там не мозги, там что-то расплавленное, оно постоянно бурлит. Когда они вас видят, эти падшие люди, они все очень сильно перевозбуждаются. Вот прям не могут вам простить, что вы такая красивая, что вы хорошо одеты, что вы стильная, что вы успешная. Вот не могут вам этого простить. И постоянно вот идет какая-то слежка за вами, пытаются вас в чем-то уличить, а потом разоблачить, но у них это не очень хорошо получается. Но, тем не менее, покоя вы им не даете. Представляете, они из-за вас не спят ночами, плохо выглядят, работать не могут, аппетит у них плохой, либо наоборот очень сильный, переедают, потому что из-за вас они покоя себе не находят. Вот это бурление не дает им нормально функционировать, нормально жить. Вот так вот, мои хорошие. Кстати, среди этого стада завистников, падших людей очень много. Мне вот идет как родственников у кого-то, к сожалению, я вам очень сочувствую, но с родственниками вам явно не повезло. Причем это могут быть не только кровные родственники, это могут быть названные родственники. Допустим, родственники вашего бывшего, либо родственники вашего настоящего мужчины. То есть вот прям как так, как она это делает, вот она что-то делает. Не может же быть так, вот что она успешная. Точно у нее любовник, точно ей кто-то дарит, точно ее кто-то деньгами обсыпает. Вот, знаете, наворовала, не буду говорить плохое слово, но вы поняли, что имеется в виду. То есть вот ужас какой-то происходит. Я не знаю, как вы живете в этом социуме, как вы с этими людьми взаимодействуете. Потому что если это все-таки родственники, то, наверное, очень тяжело приходится. Вот. Вы женщина, которая живет свою жизнь, вы, наверное, особо внимания не обращаете, либо относитесь как к больным, на больных не обижаются, и вы, наверное, так делаете. Падшие люди показаны, завистливые падшие люди, которые ничего не хотят делать, все, что умеют, это завидовать другим и искать недостатки в других людях, не замечая своих проблем. А там прям проблемы целые, как воз и маленькая тележка в придачу. Завистников очень много и на работе, и в семье.
ну, родственники, да, и по соседству, и даже в друзьях у вас тоже завистники, завистницы есть. Да, мужчины тоже умеют завидовать. Вы удивитесь, но мужчины завидуют ничем не меньше, чем женщины. И да, мужчины женщинам тоже завидуют. Это звучит, конечно, ужасно, но так оно и есть. Понимаете? Зависть — это очень плохое чувство. Я все время про это говорю. Да, зависть разрушает не только того, кому завидуют, но и того, кто завидует. Кстати, того, кто завидует, в первую очередь разрушает зависть. Дальше. Вы не даете покоя мужчине и женщине. У них какие-то странные отношения, они постоянно ссорятся и ругаются, но при этом они все равно вместе находятся. Может быть, это какая-то странная семейная пара, а может быть, это мама и сын, да, мама и сын. Вот они, ну, буквально в курсе всех ваших событий, либо стараются быть в курсе событий. Кто-то о вас им сливает информацию о том, что вы делаете, как вы делаете, с кем вы делаете, да, вот прям все рассказывают. У них двоих к вам очень много претензий, очень много обид, я вижу, но все обиды как будто бы из пальца высосаны. То есть они не имеют права на вас обижаться, это вы должны быть на них обижены, но они для вас пустое место, вы как вычеркнули их из своей жизни, не хотите с ними не общаться, не взаимодействовать, и вижу, что в свое время вы от них натерпелись. Причем вижу, что очень много вы натерпелись. И просто, знаете, как разорвали связь, ушли не прощаясь. И это лучшее, что вы сделали в отношении этих людей. Потому что доводили вас до такого состояния, что порой хотелось, я не знаю, там, взять что-то тяжелое, типа биты, да, и пойти разобраться. Но вы выдержали это испытание, и они вас испытывали не раз, но вы выдержали. Слава Богу, больше таких людей в вашей жизни не попадалось. Вот. А они все никак не могут забыть вас, они все никак не могут смириться. Может, это ваш бывший, который ушел к сопернице, да, либо там, сами понимаете, да, выбрал другую женщину. И у них там прям очень все плохо сложилось, но такие два дурака никому не нужны. Вот поэтому они вместе и живут. Ну, может, это бывший, не знаю, маменькин сынок. И мамочка вырвала его из ваших любящих лапок, да, спасла сынишку, а теперь вот он бобылем живет с мамочкой, да, они постоянно там ссорятся, ругаются, при этом почему-то вас все время вспоминают и вас во всем винят. Им интересно, как вы живете, интересно, потому что вы были у них жар птица в руках, да. Скорее всего, вы на них работали, вы их содержали, вы им помогали, вы решали их проблемы. А теперь, когда вас нет, да, сидят на попе тихо, смирно и жалуются на жизнь. Ну, потому что такой и другой золотой рыбки, жар птицы им не найти. Да, вы исполняли все их желания, а теперь уже все, вы этого не делаете. Да, кто-то сливает информацию о вас. И каждый раз, когда они получают новую порцию информации, там прям, понимаете, чуть ли не до драки доходит. Вот они вот настолько про вас, там она такая, она сякая, ты там ее там, должен был и так, и так. Нет, это ты должна была ей что-то сделать, сказать там, да. И вот они друг друга потом начинают обвинять, что слишком мало они вас терроризировали, да. Вот каждый там говорит, надо было больше. Больные люди, тоже больные, и жизнь у них просто как разбитая корыта, да, и они даже ничего с этим не делают. А вы были, да, у них жар птица, либо золотая рыбка, вы могли изменить их жизнь, и вы меняли их жизнь, но они такие неадекваты, что они даже этого не поняли. Просто считали, что это данность. Вот вы должны были им все, а они вам ничего не должны, ну, кроме как там укоров, упреков. Ну, слава Богу, что отношения разорваны. Но видите, они вас не отпускают. Дальше. Вижу у кого-то мужчину далеко от вас находится. Очень далеко. Вы, возможно, не особо общаетесь, а возможно, общаетесь. Ну, вы все разные, понимаете, отсыпка общая. И этот мужчина очень сильно боится, что вы его не дождетесь. Что вы встретите кого-то другого, что вы с кем-то другим в отношения войдете. Может быть, вот мне, знаете, что напоминает? Что мужчина, допустим, работает где-то на вахте, либо он моряк, он в рейсе, может, он военнослужащий, да, и он очень переживает, что вот кого-то встретите, да, а он как бы по боку пойдет.
И у кого-то отыграется, что это ваш поклонник в интернете. Ну, допустим, на сайте знакомств вы с кем-то познакомились, вы общаетесь с этим человеком, там, поддержите общение. И этот человек думает, блин, она такая красивая, она такая желанная, но точно ее кто-то у меня уведет. А я вот здесь в своей стране торчу, и надо мне за ней ехать, надо мне что-то конкретное ей предлагать. Вот, и хочется, и колется, и очень переживает, что вот мне идет не дождетесь, что вы не дождетесь, поменяйте его на другого мужчину, либо отдадите предпочтение другому мужчине. Прям мается. Каждый раз, вот, например, заходя в интернет, либо заходя на этот сайт знакомств, либо в мессенджер, у него там сердце кровью обливается, замирает. Вдруг вы там ему написали, что вы нашли другого. Вот очень боится это услышать, очень боится увидеть там фотографии, где вы с другим мужчиной. И это для него прям, знаете, каждый раз такой стресс. Ну и опять же очень сильно тянет, потому что он на вас завязан. Вся его жизнь на вас завязана. Вы не поверите, но благодаря вам этот мужчина, он живет. Благодаря вам он решает проблемы. Благодаря вам он двигается вперед. У него был какой-то очень сложный период, когда, ну, буквально он там руки повесил, и ему казалось, что его жизнь потеряна, что ничего хорошего его больше не ждет, что там держаться не за что. Все, хана, катастрофа. Но встретив вас, либо начав общение с вами, он вернулся к жизни. Прям вернулся, расцвел, и вы придаете ему силы. Дальше. Вы не даете покоя кому-то, с кем вы, ну, буквально каждый день встречаетесь. Может быть, это какой-то сотрудник на работе, может, это сосед, который дежурит вас. И когда вы выходите, он тоже типа делает вид, что он вышел, там, чтобы вас увидеть, поздороваться. Ну вот у кого каждый день, практически каждый день, ну может через день, да, встречи идут с одним и тем же мужчиной, это он. Это именно он. Ну, если на работе, то он всегда подойдет, поздоровается, там, спросит, как дела, либо как-то, знаете, ну, поближе к вам старается стать. Возможно, мужчина не свободен, но, опять же, я не буду конкретизировать. У кого-то, да, не свободен, а у кого-то прям очень свободен. Но мужчина очень какой-то скромный, нерешительный, и я бы даже сказала, немножко затюканный. Мужчина, который себя недооценивает, но вас он возвышает в своих глазах. Вот вы ему кажетесь ожившей богиней, да, либо богиня, которая спустилась с небес. Ну, как будто бы он вас недостоин и, ну, не имеет права даже что-то вам сказать лишнее. Да? Он может с вами поздороваться, он может с вами на какую-то нейтральную тему пообщаться, но не более того. Очень-очень сильно он вами восхищается. Но тут больше, знаете, похоже на то, что вы его муза. Не любимая женщина, а именно муза. То есть вот он поэт, либо он художник, у него есть муза, которой он отдал свое сердце, которая его вдохновляет на то, чтобы там творить, создавать, работать, не знаю, жить, в конце концов. Ну, такие высокие чувства, да, очень высокие. А вы все время думаете, что он приятный человек. Тихий, спокойный, приятный человек. Ох, если бы вы могли заглянуть к нему в сердце. Там такой огонь горит к вам. Вы бы ахнули. Ну, я не вижу, чтобы этот мужчина действовал. Он, ну, опять же, да, уверенность в себе, если не обретет, то вы никогда не узнаете тех чувств, которые он к вам испытывал. Для вас он просто навсегда останется таким хорошим, приятным мужчиной. Спокойным, тихим, приятным мужчиной. На самом деле он в вас влюблен. Вот эти все встречи, это все постановка. Да? Он ждет вас, он выглядывает вас. Как? Если сосед, то около двери стоит, дежурит, когда же вы выйдете. Ну, муза, вы его муза, что тут скажешь. Дальше. Вы не даете покоя женщине, но эта женщина, она перед вами очень сильно виновата. Что-то она такое сделала в свое время. Это не свежая, да, ситуация, это было давно. После чего она несет на себе и клеймо, и бремя дурного падшего человека. То есть ей очень сильно прилетело, и она вас, с одной стороны, боится, а с другой стороны, она испытывает перед вами какое-то очень сильное чувство вины, эта женщина. Я не вижу между вами общения. Возможно, вы перестали с ней общаться, а возможно, она сама куда-то сбежала, спряталась.
но она очень сильно вас либо подставила, либо предала, либо обманула, либо стала причиной ваших каких-то больших бед и неприятностей. Это в прошлом было у вас, в прошлом. Ей прилетело и прилетает до сих пор. Она до сих пор это все расхлебывает. Она понимает, что за вас, она понимает, что да, виновата, но что-то изменить она уже не может. Не может. Понимает, что, наверное, вы уже никогда не простите. И вот хотите верьте, хотите нет, но она каждый день мысленно у вас просит прощения. Вот не было и дня, чтобы она вас не вспоминала и мысленно не раскаивалась перед вами. Да? Вот раскаяние у нее идет. Если высшие силы позволят, возможно, вы еще услышите сами от нее раскаяние. Но мне вот больше идет, что она очень боится встречи с вами. Она не сможет вам просто посмотреть в глаза. Просто не сможет. Вот настолько, да, она осознает свою вину. Но уже ничего не исправить, да. И время уже, конечно, прошло. Значительно прошло времени. Но вот чувство вины перед вами очень сильное у нее. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.